Ситуации, когда таджики реально оказались на волоске от смерти. Подписывайтесь на обновления, и точно будете в курсе всего самого важного. Мужчина помогал перегонять иномарку в Мурманскую область на трассе в Прилузском районе Ками. Там произошло лобовое столкновение, в котором получили тяжелые травмы 3 человека. Прилузский районный суд рассмотрел дело в отношении гражданина Таджикистана. Установлено, что подсудимый помогал перегонять автомобиль марки Hyundai из Таджикистана в Мурманскую область и проезжал по территории Ками. Автомобиль принадлежал его знакомому, который также находился на переднем пассажирском сидении автомобиля, не пристегнутый ремнями безопасности. Находясь в утомленном состоянии, подсудимый уснул за рулем и выехал на полосу встречного движения на трассе в Прилузском районе, где совершил лобовое столкновение с автомобилем марки Ford. В результате пассажиру Hyundai и 2 пассажирам Ford был причинен тяжкий вред здоровью. Остальные пассажиры ДТП получили менее тяжкие телесные повреждения. Подсудимый как на стадии предварительного следствия, так и в суде признал вину в содеянном, указав, что задремал при управлении автомобилем и выехал на полосу встречного движения. При назначении наказания суд учел смягчающие обстоятельства, такие как полное возмещение имущественного ущерба и морального вреда потерпевшим, принесение извинений, раскаяние в содеянном и признание вины, состояние здоровья подсудимого и его родственников, мнение потерпевших, не имеющих претензий к подсудимому и не настаивавших на его осуждении. Поэтому подсудимому назначили наказание с применением статьи 62 части 1 Уголовного кодекса в виде обязательных работ, лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством сроком на 1 год. Приговор суда в законную силу не вступил. Как вы относитесь к такой ситуации? Согласны ли вы, что они еще чудом выжили при лобовом-то столкновении? А вот сотрудники столичной госавтоинспекции Таджикистана остановили нетрезвого водителя такси, зарегистрированного в одной из компаний, предоставляющих соответствующие услуги, сообщает УМВД города Душанбе. Отмечается, что за рулем автомобиля такси Toyota Corolla находился Абубакр Назризада. В момент задержания водитель находился в нетрезвом состоянии. Экспертиза показала наличие у мужчины еще и наркотического опьянения. Какого числа был задержан водитель, не сообщается. В отношении него был составлен административный протокол согласно статье 332 «Управление транспортными средствами в состоянии опьянения». Устанавливается источник приобретения наркотиков. Эта статья предусматривает штраф в размере 300 показателей для расчета или 15 суток ареста с лишением права управления транспортным средством сроком на 5 лет. Как вы относитесь к такой ситуации? Ведь такой таксист реально мог убить своих пассажиров в таком-то состоянии. И как вы думаете, это ли справедливое наказание или оно слишком мягкое, учитывая все, что могло произойти? Свое мнение напишите нам, пожалуйста, в комментарии. И у нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.